А вот и подошел к своему завершению заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Ребята показали свои знания, умения и навыки в теоретическом и практическом туре. Совсем скоро в концертном зале Акмуллинского университета станут известны имена победителей. Участники олимпиады, их наставники, члены жюри собираются на торжественную церемонию подведения итогов и награждения победителей и призеров олимпиады. Позади остались переживания, волнения, слезы. Все этапы интеллектуального и спортивного соревнования пройдены. Ребята в ожидании оглашения результатов. Награждение началось с гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан. В мероприятии приняли участие почетные гости. Уверен, что вы встретили здесь и друзей, подружились. И хотелось бы, чтобы вы эту дружбу сохранили надолго. И уверен, что вы показали лучшие свои результаты. А в этом вам, конечно, помогло наше уважаемое экспертное сообщество, которое и днем, и ночью вас сопровождали, проверяли, принимали непростые решения. Но самое главное, это лучшие педагоги в своей профессии Российской Федерации, лучшие эксперты. И мы, конечно, все благодарим их. Огромное, коллеги, вам спасибо. Спасибо вам всем, что вы посетили Башкортостан, Уфу, Акмуллинский университет. Всегда вам рады. И надеемся, что у вас была возможность познакомиться и с нашей культурой, с нашим замечательным городом, с республикой. А в этом году лучшие результаты показали команды из Москвы, Московской области, Татарстана, Башкортостана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Из 233 участников 19 юношей и девушек стали победителями заключительного этапа Олимпиады. Победа далась нелегко. Впечатление очень запоминающееся. Победа далась с трудом. Это было нелегко. Было проведено очень много работы. На протяжении 8 месяцев мы готовились к этой Олимпиаде, и у меня получилось завоевать этот диплом. Будущим участникам Олимпиады что можно пожелать? Удачи, самое главное. Доля фарта, как говорил мой тренер, присутствует на этой Олимпиаде. Еще бы пожелал качественной подготовки и уверенности в себе. Это один из ключевых моментов. Доволен своим результатом. Участвую в первый год на заключительном этапе. Множество раз участвовал на региональном этапе, но на заключительный еще не удавалось попасть. Вот. Так, буря эмоций. Дальше участвовать и занимать уже победные места. Ребята, показавшие наивысшие результаты на Олимпиаде, были определены как абсолютные победители. Ими стали Михаил Иванченко из Москвы, Залина Хисматуллина из Республики Татарстан и Андрей Тюрин из Нижегородской области. Как отмечают ребята, достичь победы им помогло внимание, трудолюбие и выносливость. Эмоции меня переполняют. На самом деле нет слов вообще, потому что неожиданный для меня результат. Ехал сюда хотя бы за призером. Стал абсолютным победителем. Вообще море эмоций просто. Бессонные ночи, упорная подготовка, слезы, боль, кровь на подготовке к практике. Все это стандартно, поэтому надо терпеть, через боль и слезы идти. Путь тяжелый очень, но ты будешь благодарен себе за все, что ты сделал. Без слов, без слов. Я очень долго шла к победе, вообще к победе, а тут я стала абсолютным, просто без слов. А что бы пожелала будущим участникам Олимпиады? Никогда не сдаваться и идти до конца при любых обстоятельствах. Особые слова благодарности на церемонии награждения прозвучали в адрес педагогов и родителей школьников, которые построили фундамент будущих побед, направляли и поддерживали детей. Ну и сегодня здесь такой соревновательный дух. Каждый из вас сейчас громко приветствует своих участников, свой город, село, деревню, поселок, регион. Но главное, вы все наше будущее. Будущее нашей самой великой, самой любимой родины – России. Алга, Россия! Алга, Башкортостан! Всероссийская олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности еще раз подтвердила высокий уровень подготовки школьников и важность данного предмета в повседневной жизни. Число желающих принять участие в олимпиаде растет с каждым годом, что радует организаторов. Олимпиада организована достаточно четко, хорошо. В принципе, все условия, я думаю, были обеспечены. С участниками я, правда, общался только на соревновательных турах. Вот. Ну, я думаю, что и все остальное было достаточно интересно для них и комфортно.